кахання, яшчэ на золаку мы выехалі за межы сталіцы, каб накіравацца туды, дзе дагэтуль захоўваюцца старадаўнія беларускія песні, абрады і звычаі. Трымайцеся побач на нашым шляху наперад у мінулае. Не даязджаючы да Слуцка, мы прыехалі ў вёску Гольчыцы. Тут мне абяцалі знаёмства з сапраўднымі носьбітамі нашай культурнай спадчыны. Ну і, канешне, абяцаю даведацца, што адбывалася з вёскай у даўніну. Но Юрась Вашчук у сваю чаргу мусіць паведаміць, хто зараз у гасцях у яго. Да, я рад приветствовать вас, друзья, отсюда, из Минской студии. С нетерпением послушаю, чем встретит нашу съемочную группу «Слуцкий район». Но теперь с удовольствием представлю свою гостью. Это белорусская исполнительница, радиоведущая Анна Шалютина. Здравствуйте. Ганна Шалютина, спявачка, стыпендыят спецыяльнага фонда прэзідэнта Рэспублікі Беларусь па падтрымцы таленавітай моладзі. Лаўрэат і дыпламант шматлікіх нацыянальных і міжнародных фестываляў і конкурсаў. Куда ж я завтра днем пойду, часы вечерняю порою. Ой, где же, милый мой, ой, где же встретить? Гэткім чынам у вёсцы Гольчыцы мы знаёмімся з тутэйшым калектывам «Івушка». Устала рано поутру, я вижу милого с другою, тоска на сердце налегла, махнула в сторону рукою. Ко мне ж ты, доктор, не ходи, болезни ты моей не знаешь, она давно в моей груди, ее ты только раздражаешь. Куда ж я завтра днем пойду? Пакуты, каханне, сустрэчы, расстанне – гэта галоўная тэма ў народнай творчасці, прычым у самых розных варыянтах. Ой, где же, милый мой, ой, где мы встретимся с тобою? Натуральна, што на сяле любяць спяваць усе, але мусіць быць той самы адзіны чалавек, які згуртуе іх разам. Заведующая нас збирала, мы раньше пели, вон, даже на звезду, и в деревне ездили. У лесе звезда. В Кончице ездили, там выступали, и у нас за кладбищем там звезда называется, там. Я что раньше как сагыз был, как сагыз полои, вот это самое. И песни пели. И песни пели. На поле. А мы на сенокос ездили. Мы ездили. за бабами, за этими самыми, мы малые. Сено-гребчик поедем, да. Вы скажите, сено-гребли никогда без песни никто не шел. Да. Это теперь... Как по гробам доедем до дома, так все на машину, целая машина, так как заведут песни, так и Саржавки, да, Гольчиц, все поют. Меня погора было, и то спевали. Уже на машине, так это уже, а что як пешком ходили, да грабли на плечи, да есть и хочем, да так поем, а тут соседи под грудьми, поем до самой деревни. Я раньше поспевал, так и веселей. Конечно, есть и не хочется. Збушевала синя мора, не видать у моря дна. Я от мамочки далекой не видала года два. Як я у мамки годовалась, як цвет розовый цвела, жизнь за пьяницу попала и завяла як трава. Да, ну а что касается музыкального материала, интересует такая песня? Ну, хочется как-то повеселее что-то все-таки, как-то позадорней.
позадорнее. Да, хочется верить, что меня обойдет эта грустная судьба этой девушки. Ну, могу тебя успокоить, в белорусском фольклоре довольно мало веселых песен. В общем-то, как правило, он вот, именно нелегкой доли. Да. Но будем надеяться. Будем искать. По одной даволі відавочнай версіі назва вёскі Гольчыцы паходзіць ад слова «голь» – галота, бедната. Па іншых звестках назва Гольчыцы пайшла ад слова «голец» – чыстае бязлеснае месца. Мяркуецца, што ў свае часы першыя пасяленцы і абсталяваліся менавіта на такім месцы. І сюды гора, і туды гора, а паміж тымі крутымі гарамі сходзіла зара. А то не зара, дзяўчына моя, яе очі чорныя, а лицо белявае, по воду ішла. У вёсцы Гольчыцы Слуцкага раёна сёння мы слухаем калектыў «Івушка». Напой мне коня, сядем да сядем, сядем и поедем до моего двора. Я замуж шла так пешком с одного поселка на другие, все один за одним ключом. Ой, да музыки не найти было, да неких трохи нашли музыку. Поиграли, то в одной хате погуляли, а далее в другой хате. Тады гуляли целый тыдень, в одной 2 дні, да в другой, а далее ще і на 3-й день. Хлеба не было. Успаміны пра даўнішняе жыццё – неад'емная частка любой вясковай размовы. А як я йшла замуж, за один день свадьба зрабілася. Мужик з гэтага дзярэўні, а я туда трошки далей. Ён на коні прыехаў, мы ў нас пагулялі. А тады назад сюды приехали, доехали на озеро, а дорога санная была. А як погнала на ухабы, так мне все чулки порвало, к дереву прицепилась. И не сидит невеста и плачет, на коленях у жениха сидела. И приехали сюда. Божечка мой, а где ж панчохи взять нема? Уже свекруха некие достала, надела. Де вже я так і гуляла, бо треба ж у клуб іти було ще. Прынамсі, я ўпершыню пачула, што гарэлка ў якасці допінга ўжывалася раней не толькі людзьмі. Як моя мама, он Сануфрович ехал до Гольчицы, до горелки коньяк залили, той конь летит, несется, черт вида. Мудрые машины. Тады ж постилки ткали, да навывешивала постилок. Ай-яй-яй, поглядите, сколько постилок. Жортку и повешать постилки. Все постилки. Все гости поглядели. А у меня так уже вышивки были. У мамы постилки, у меня вышивки. Я навышивала и покрышки, и этой простыни, и полотенце, все вышито. Посею гурочки, 4 радочки, не видала я милуга, 4 радочки, а на 5-й годик я его видала, не посмела сказать здравствуй, бо мати стояла, а батька дивился, не посмела сказать здравствуй, как я не сварился. Нагадаю, што гэтым разам мы ў вёсцы Гольчыцы Слуцкага раёна. На сённяшні дзень яна з'яўляецца цэнтрам першамайскага сельсавета і калгаса «Радзіма». А на пачатку 20-го стагоддзя з такой назвай існавалі маёнтак, у склад якога ўваходзілі 3 двары і 42 жыхары, а таксама вёска на 53 двары, дзе пражывалі 340 сялян.
лугам, Зелененьким по залугам, зелененьким, брала он дробненький. Жаночы калектыў «Іўшка» з вёскі Гольчыцы прэзентуе нам сёння свае песні. А набрала, выбирала, а набрала, выбирала, тонкий голос подавала, тонкий голос подавала. Там Василию сено косит, там Василию сено косит, тонкий голос переносит, тонкий голос переносит. Кинул косу он додолу, кинул косу он додолу, а сам пошел он додому, а сам пошел он додому. Ну, кстати, могу сказать, это тоже песня довольно известная и очень часто она встречается в наших экспедициях. Более того, в одной из программ мы уже записывали эту песню. Ну, мелодика у песни интересная, очень понравилась мне, довольно. но раз уже она затрагивалась, в вашей программе проходила, хочется чего-нибудь свеженького. А мы будем петь, гулять, не дозволю долу брать, не дозволю долу брать, я умею чаровать. Дэмаграфічная ностальгія, яна ўласцівая бадай большай частцы беларускіх вёсак. Тогда вообще было хлопцев много. Все ходили на работу, у бригаду, с конями, а мы с рожками. По 30 человек у бригаде, а теперь только 3 мо 2 у бригаде. Вот, Да, конечно, были. Так у день робим, встречаемся, А вечером бачим. А мы- вечером Музыка приходят. заиграя, гармошка, и все сюда, а-ля клуба. У нас тут... Клуб же старый был тут. Ты еще про клуб, ты давнейше скажешь. Был тут дед играл, Михайле, и гармоник старый-старый, и уже трошки там и голосы згубленные. И мы уже его позовунка поиграл там нам вечером. Да кажем, дядька, почистовать заниматься, горылка есть, а закусить, так он каже, капусты и картопель яких. И недобро, только горылка была. Так играл, а тогда ничто не играет. Так он ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля, и гармоник растя, а мы шпарим польку, аж душа трясется. По рублю дадим, и он играет, и выспится, играет. Ой, за рубельщем было, хлеба было тогда, а теперь... Вина бутылка была рубль 20. Да. Да. Тогда мой дешевле. А не столовая Тогда было, булка хлеба была 20 копеек. Столовая вино 20 копеек, а за рубля 7 было кодек, за рубля и бутылку водки, самогонки купишь и все. Як бачыце, раней і неба было сінейшым, і трава зелянейшай, і ўвогуле ўсё было значна танней. О, да, ель моя зялё, Оная сторона моя вясё, олая, як мне тебе позабыть. Ночи сплючи, ай дерево, облячи. За 3 кіламетры на поўнач ад вёскі Гольчыцы знаходзіцца помнік археалогіі, старажытнае гарадзішча, якое датуецца 7-2 стагоддзямі да нашай эры.
У 1963 годзе гэтае гарадзішча было знойдзена дзякуючы археолагу Драгуну. Апроч таго, ганарацца жыхары і сваім земляком, навукоўцам Івашкевічам. Куковала зязюлячка, садя на помосте, ой, куковала зязюлячка, садя на помосте. Мы по-ранейшаму у вёсцы Гольчыцы, што ў Слуцкім раёне. Тут нас прымае калектыў «Івушка». Казаки, да девчины в гости, один идет коня вяжет, другой седло вяжет, третий стоит на крылечке. Добрый вечер, кажа, добрый вечер, стара мать, дай воды напиться, вода в сердцах за дверима, пойди дай напися, эй, моя дочка, у каморы, пойди подивися. Твоя вода несмашная, пойду до крылицы, ой, твоя дочка некрасива, пойду до удалицы. Ну, ты говоришь, что мало в белорусском фольклоре веселых песен, а тут же все весело. Зязюленька куковала, и 3 казаки приехали до девчины в гости. Интрига! И ритмика интересная у песни, согласись, рисунок ритмический такой своеобразный. Ну, кстати, вот во время сейчас исполнения кое-какие идеи возникли в голове конкретно по аранжировке. Предлагаю вот просто сделать действительно эксперимент. Ну, вот просто вот эксперимент экспериментов. Сделаем? Я за. Кожная мясцовасць славіцца чымсьці выключным, асаблівым. Не выключэнне і вёска Гольчыцы. А, рабілі ж там на копані у него дежечки, Цаберчики, да. бочечки, Бочечки, Сани, колеса все робили. это масленицы, бойки такие, что масло без деревянные робили. Что блинцы пячи такие вот маленькие, и с крышечкой. И кашипляли, и все. Ну, Вот рабили, так. конечно, рабили. Ну, Были вышивали, майстры. ну, мало не вышивали. Ну, мы Прали больше, ткали. Спрадвечнае пытанне, якія метады выхавання лепшыя, даўнішнія ці сучасныя. Раньше ясень не было. Ну, Конечно, я же бригадир, да стукнула уже не на было. работу иди. Что ж ты, мало что дети у тебя, иди на работу. А я у войну родилась, я то не помню войны, они у войну доказали, что я сольки просила, не было яды никакой. Мама, сольки дай, хотя пальчик помочить, сольку облизнуть. Вот я, какое детство было. Батьку забили, без батьки годовала, выросла. А вышла замуж у 22, так вот 5 родила. Вот треба было. Дома наплачуся, а тут спеваю. Зеленый дубочек, широкий листочек, куда ветер веет, туда гонёкнется. А вось гэта выключна мужчынская песня. На жаль, мужчынаў сёння ў вёсцы застаецца ўсё менш і менш. І яшчэ менш тых, якія могуць спяваць. Ветер веет, туда гонёкнется, по ветру да милой невестки несутся. Сегодня суббота, а завтра неделя. Чому тебе, хлопче, сорочка не бела? Ой, як она буде бела, хоч і завтра неделя. Мене мати стара сестра, ще мала. Перепливу я речку, сяду ж я на грудочку. Тіня прийде, мила, помить мне сорочку.
Вось такія песні праспявалі нам жанчыны з вёскі Гольчыцы. Цяпер за справу бярэцца Юрась Вашук. Я ж з вами развітваюся да наступнага разу. Убачымся. Если честно, выбор был не очень сложным, поскольку большую часть песен знаем не только мы, но и практически все фольклорные коллективы, поэтому остановились на песне «Куковала зязюлечка». К микрофону. Куковала зязюлечка у саде на погосте. Я выбрала именно эту песню, потому что из всех прослушанных она мне показалась, во-первых, наиболее позитивной, интересной, а во-вторых, потому что у нее очень интересный ритмический и мелодический рисунок. Мне кажется, получится что-то интересное на новый лад. Отлично, переходим ко второму куплету. Я поняла, да. Один иде коня ведем, другий сядло вяжа, третий стоит на ганочку. Добрый вечер, кажа. Слушай, предлагаю вот в этой части, вот где такая полуречитативная, давай еще сверху сделаем опевание. Хорошо. Вода в сенях за дверима, иди дай напися. Моя дочка у коморы, подивися. Твоя вода не смачная. Обратите внимание, благодаря замечательному вокалу Анны песня приобретает новое звучание, очень модное и стильное. Очень интересная песня сама по себе, но вы услышите ее совершенно новой, совершенно по-другому. Она заиграет практически радиохит из рук волшебного Юрия Ващука. Вы смогли наблюдать отдельные фрагменты студийной записи, но теперь вашему вниманию будет предложена готовая версия народной песни в исполнении Анны Шалютиной. Я же говорю вам пока и увидимся ровно через неделю. Куковала зязюлячка в саде на помосте. Дорогие коллеги из «Вёски Гольчицы», спасибо вам огромное за то, что позволили прикоснуться к вашему творчеству, к аутентичной нашей белорусской культуре. Надеюсь, вам понравится новое современное прочтение. Может быть, и вы захотите эту песню сделать вот так совершенно по-новому и удивить ваших односельчан и ваших поклонников. Удачи вам, спасибо огромное.